Наше время и действительная реальность диктуют свой ход, под который мы, согласно обстоятельствам, подстраиваемся. Поэтому, строя планы на будущее, мы должны помнить, что попасть туда можно только одним способом – пережить прошлое и осознать настоящее. А оно, как правило, неоднозначное, иногда и двоякое. Нас начали поливать вот и грязью. Ну как же, они едут брать интервью у националистов, а вы им говорите, что русские свои. Это же мы же не какая-нибудь там спецслужба, да? Тогда, может быть, вы сможете сформулировать миссию народа Саха? Ну, народ Саха может предложить какую-то идею. А теперь вопрос, что мужчин-то на всех не хватает? Якутский феминизм, он как бы вынужденный, да? Сиди дома, вяжи носок. Женщина это лучше исполняет. То есть вы против ЛГБТ? У нас и так демографический кризис. Не, ну почему? Можно же и в баре познакомиться, а потом пожениться. А таких мужчин очень мало. Как туда вступить? Мы никого не держим. Вход свободный, а выход платный? Что ж, не так страшны устьем все, как их малюют. В эфире Якутия Лайв, с вами Ирина Ефимова. Сегодня у меня в гостях кандидат социологических наук и член общества Устюмсю Юрий Жигусов. Здравствуйте. Добрый день. В адрес организации Устюмсю посыпался шквал обвинений, неоднозначных высказываний, которые разделили общество на две части. Этот раскол мы можем наблюдать и сегодня. Однако наша с вами задача – это посмотреть на ситуацию со всех сторон и сделать правильные выводы, потому что в любом споре должен быть диалог. Так как же нам выстраивать наше настоящее, чтобы достойно попасть в светлое будущее? Давайте разбираться. Но вокруг вашей организации, Юрий, ходит много домыслов, слухов, мифов. Я думаю, что один из них мы развеем прямо сейчас тем, что вы согласились прийти сюда и ответить на наши вопросы, причем по-русски. Да. Потому что считается, что Устюмсю, они вообще по-русски не говорят, или они предпочитают по-русски вообще не говорить. Ну, конечно, это большое заблуждение. Да. Мы очень хорошо по-русски говорим. Аудитория – это у нас якутоязычная аудитория, поэтому пока мы концентрированы на этой аудитории. Есть потребность, да, вот такой организации, есть потребность в каких-то идеях, которые мы проповедуем. И это как раз сахаязычное общество. Сколько примерно человек в вашей организации и есть ли отделение в Улусах? Не во всех. Ну, некоторых, конечно, вот... В Южной Якутии, наверное, нету? У Южной Якутии нету. А в большинстве вот сахаязычных улусах есть. Среди нас очень много сторонников женщин, которые вот одобряют наше вот движение. Просто у нас поддерживает так называемый глубинный народ, который не сидит вот в этих социальных сетях, не пишет комментарии. Как туда вступить? Ну, очень просто. Если есть желание, в каждое воскресенье в доме Арчи по Чернышевского у нас проводятся алгысты, да, с 12 часов. Любой желающий может подойти, поговорить с нами. Да. Вот. Если есть желание, может к нам присоединиться. Расскажите немного об истории создания вашего объединения и какая у него сверхзадача. Вообще вот наше движение, оно очень молодое. Всего там... Мы, когда собрались в 2016 году, мы собрались вот, люди разных сфер. Там, среди нас и таксисты есть, и простые рабочие, представители интеллигенции, госслужащие даже. Там, да? Вот. Ну, практически вот, движение представлено разными вот, представителями. Ну, сверхзадача заключается в том, что, чтобы вот, в условиях глобализации, в условиях вот такой глобальной нестабильности, сохранить наш народ как этнос, да? Сохранить наш народ, сохранить культуру, не только сохранить культуру, но и развиваться вместе с другими народами наравне. И даже, может быть, внести свой вклад в развитие человечества. Вот у нас такие глобальные задачи. Устюмсю – это известная действительно такая общественная организация. Даже, я бы сказала, характер движения получила, да, потому что многие люди ее поддерживают, одобряют действия этой организации. И ее можно назвать организацией этнонационального характера.
И туда входит, например, патриотизм, любовь к своему родному народу, к своему родному краю, и стремление возродить национальную культуру, язык, традиции, обычаи. Мне кажется, вот Устюмсю, они вот ставят на самом деле себе вот такие широкие благие цели. Проходит такая информация о том, что некоторые методы, может быть, да, способы действия членов этой организации могут вызвать какую-то такую негативную реакцию, потому что они бывают несколько, я бы не сказала даже агрессивными, а такими, может быть, резкими и несколько такими традиционалистическими. Вот те события в Триумфе, вы собрали эту толпу? Но это произошло спонтанно, да, спонтанно. Перед каждым вот таким волнением идет накопление, да, накопление негативной энергии. Люди пришли в Триумф, там выпустили, как говорится, пар, да. Наши руководители очень так грамотно разрулили ситуацию, так, и все вот это обошлось. Причина вот этих волнений — это в первую очередь экономические, да. Вот, прежде вот рабочая сила, она, как правило, конкурентоспособная, да, они превосходят нас в некоторых видах деятельности. Они более организованы, более приспособлены к рынку. Вот. И второе — это когда вот есть понятие этнический баланс. Приезжих людей не должно быть слишком много. Они должны быть, да, не так много, чтобы вызывать такую напряженность, да. После резонансного преступления местные власти пообещали разобраться с нелегальными мигрантами. Мэр заявляет о внеплановых проверках в такси, предприятиях общепита и торговли. 19 марта в Якутск прилетают представители Киргизии для работы с членами своей национальной общины. Айсен Николаев в Фейсбуке призывает мелкий и средний бизнес брать на работу якутян, а не мигрантов. Этнический баланс, когда нарушается, приезжие начинают себя вести нагло, да, вызывающе. Неоднократные преступления, особенно изнасилования, да, несколько изнасилований уже было, произвели эффект разорвавшейся бомбы. Совокупность этих экономических проблем — это как бы надуло пузырь, да, и напряженность есть, всегда есть, не только у нас, кстати, да. Очень большая напряженность в Москве, да. Раньше Москва такая как бы русским городом была, а сейчас очень много туда переселилось, пол России, пол СНГ туда, можно сказать, да. И это создает напряженность, да, напряженность. Триумф, конечно, не единственное такое волнение, да. Волнения были в 2011 году, в 2013 году и в 2019 году. Если посмотреть статистику, у нас снизилась преступность мигрантов. С 2019 года идет снижение. Когда вы считаете нужно вмешаться и зачем? Есть потребность в обществе, все это рассудить как по справедливости, да? Не всегда официальные органы могут как-то это решить, да? В рамках понятия морали, да, А то, что беремся до такие резонансные, да, такие случаи, это как профилактика, да, когда произошел этот инцидент, мы отреагировали по-своему, да, и каждый уже будет воздерживаться, да, прежде чем проявлять агрессию. Такой пример приведу, да. Предположим, обходили, я так помню, городские бары и, подходили к девушкам и проводили такую профилактическую работу, да, предваряя, так скажем, поведение девушек, девиантное, вернее, чтобы девушки не стали жертвами каких-то, может быть, преступных действий, вообще не попали в какие-то такие нехорошие ситуации. Не всем это нравится. То есть некоторые считают, что здесь нарушаются некие права и свободы личности, права и свободы человека. У нас получается столкновение двух начал. Традиций, которые опираются на понятие
общественного, коммунитарного, такого широкого плана, да, уходящего в глубокую архаику, древность, и вот современные представления о том, что есть такое права человека. Еще одна из историй, которые неоднозначно были восприняты СМИ и аудиторией читательской, это ваши пресловутые рейды по антиалкогольные, антимигрантские рейды по барам и ночным клубам. Что это было вообще? Так, ну это проводилось в рамках, ну как представители общественности, совместно с полицией было. Мы не просто так взяли да и пошли, да, а совместно мы как с полицией проводили. Ну, есть, конечно, вот злачные места, которые некоторые девушки туда ходят. Ну, любому народу вот не понравится, да, когда вот в таком месте вот выбирает место знакомства, да. Мы не против межнациональных браков, если это взаимно, да, если это, когда эти отношения строятся на взаимной симпатии, любви, да. Не против. Да, не против, да. Хотя вот межэтнические браки, они одни из таких неустойчивых, да. Даже у нас, когда вот друг другом женимся, 50% вот браков распадается. А межэтнические это когда вот, тем более, другой менталитет, другая вот культура, то считается, что очень высок. Но если вот искренние вот такие чувства у людей возникают, почему бы нет? Да? А то, что вот в барах, ну, таких питейных местах, это не для серьезных отношений же. Это же просто как удовлетворит какие-то свои вот эти низменные инстинкты. Те вот приезжие, вот, особенно мусульманских, это вообще недопустимо, когда, да, это употребляют алкоголь. Они просто вот оттягиваются здесь. Просто, и знакомятся с девушками не для того, чтобы там на них жениться, а попользоваться. И вот это вот вас возмущает? Да. Те люди, которые вот, представители народов, вот, то есть особенно они без уважения, да, без уважения, да. Считается, что вот, ну, это девушка-то на одну ночь, там, да, или там перекантоваться там, да, у нее на квартире, там, получить гражданство, там, да. Пока у него там семья, да, в которой он деньги отсылает. Так и есть в большинстве случаев. Искренних таких отношений нет, да, чтобы, допустим, создать семью, да. Они не за этим туда приходят. Вообще вот в мусульманских странах, в мусульманской культуре вот отношение женщины вот такое, ну, достаточно такое уважительное. Там очень строгие такие вот правила, да. Вот, допустим, женщина не должна ходить в открытых каких-то нарядах, там, краситься, там, потребляет алкоголь, вести себя вызывающе. Там. Женщина как-то вот должна себя уважать, понимать, да, что такое плохо, что такое хорошо. Так, вот мы, значит, пришли к вопросу о женщинах. У вас, я так понимаю, взгляды традиционные. То есть женщина должна охранять очаг, заниматься детьми. Так, ну, предпочтительно, конечно, но это не навязывается. Не навязывается. Не навязывается. То есть можно работать, да? Да. Почему бы нет? Если женщина желает работать, да, если это позволяет вот эти обстоятельства, конечно, женщина должна работать, развиваться, там, реализовывать себя, там, профессии. Такого нет, да, чтобы женщина должна сидеть. Ну, сиди дома, вяжи носок, нет? Нет, такого нет. Такого ортодоксального нет, да, чтобы держать женщину вот это дома, да, исключительно. Но с одной стороны, ну, женщина должна состояться как в семье, да, вот в семье, состояться как жена, как мать. Бывают перекосы, когда женщина занимается только карьерой, да, вот это бизнесом, и вот теряет, ну, упускает время, да, чтобы состояться как жена, как мать. Ну а если это не надо, если она child-free, например? Ну, все равно вот, когда она становится, ну, 40 годам, она все равно вот задумывается, да, а почему я так прожила свою жизнь таким образом. Ну, очень много и раскаивается. Вот это оказывается, вот это лучше бы я вышла замуж, родила там детей. Вот. Мы с вами выяснили, что роль женщины в обществе должна быть традиционной. Работать женщина может, но тем не менее вы против child-free.
Ну, child-free, конечно, это чистая технология. Технология, придуманная для уменьшения количества населения. Да? Вот это движение ЛГБТ, child-free и там другие там виды, да, нетрадиционных семей, да, вот, однополых. Это чистая технология, созданная для того, чтобы уменьшить количество населения на Земле. У нас пока что с этим все в порядке, там движений нет, сторонников мало, вот child-free и ЛГБТ тоже. Ну, она может вот, получить популярность, там, распространиться, тогда вот у нас и так демографический кризис, может это еще хуже стать. То есть вы против ЛГБТ? Если есть такие люди, но они не должны вот навязывать свое общество. Если живут там друг с другом там где-то, да, ну, пускай там не привлекая внимания где-нибудь там на стороне, вне общественного внимания, не популяризируя свою вот, ну, такое свое отклонение. Почему, по-вашему, локомотивом должен быть мужчина? Ну, и в вашем обществе, и в обществе в целом. Ну, так задумано природой. Все вот эти великие свершения, вся тяжесть, вся вот самая трудная часть вот работы, она висит на мужчинах. Вот. Наука, политика, вот, искусство. Ну, если посмотреть, вот эти самые выдающиеся люди, преимущественно мужчины. А может, это потому, что просто женщинам не разрешали получать высшее образование довольно долго? Если историю мы будем смотреть, то в истории просто у женщины не было возможности, наверное, женщин себя становится проявить. больше в таких гуманитарных науках. В тех науках, где вот нужны вот большие такие знания, объемы знаний, да, в математических, точных науках все равно мужчин больше. Но это, опять же, не потому, что женщины хуже соображают. Спортивные соревнования, они отдельно проводятся. Отдельно для женщин, отдельно для мужчин. Да? В том числе вот соревнования по шахматам и шашкам. Вот. Но способности, потому что разные, да? Ну, вот вы и сказали. Вот. Кстати, я вот не задумалась, вы меня прям как поймали-то. Вот видите, разные способности, разная природа, да? Вот. Есть те области, где мужчина лучше справляется. Это область военное дело, политика, вот это, ну, разные, да, ну, вот, строительство там, и так далее. А есть те области, вот, сферы общества, где женщина лучше всего справляется. Вот. Там должны стоять женщины. А где самое тяжелое, самое вот такое требует усилий, там должны стоять мужчины. Политикой посмотрите, большие должности, они, как правило, занимают мужчины. Вот. Ну так это у нас в России. А если посмотреть на опыт западных стран? Ну, опыт западных, это на Западе двойные, тройные стандарты, да, вот. Это как бы... Там вот, ну, Ангелу Меркель возьмите. Ну, Ангела Меркель это как отдельная история. Ну, обычно за женщиной стоят мужчины, как бы это ширма, да, вот показывать. Вот такой развитый Запад, вот женщина занимает эту должность министра обороны, да, а на самом деле все дела, вот эти все работы выполняют вот те мужчины, которые в тени стоят. Офисная работа, вот это, да, вот исполнители, да, когда вот это составление документов, вот этой всякой бюрократии, женщина это лучше исполняет. Да, так же. А те, кто нести ответственность, отвечать за свои вот эти, да, вот действия, это мужчины. Ну, то есть в идеале вы все-таки за консервативное такое общество, где у женщин традиционная женская роль, у мужчин традиционная мужская роль. Ну, скорее всего так, да, потому как задуман природой, так и должно быть. А теперь вопрос, что мужчин-то на всех не хватает? Очень много женщин говорят, что нет нормальных мужчин. Да? Это так и есть, потому что это последствия массовой алкоголизации в СССР тоже. Вот Хрущев, когда пришел к власти, он решил пополнить казну, продажа алкоголя, да? Тогда уже была вот, государственная монополия, где-то четверть бюджета наполнялась этим алкоголем. Хрущев начал, Брежнев продолжил, Горбачев что-то пытался делать, да, но это было поздно. Да. Таким образом, массовая алкоголизация подорвали вот человеческий потенциал, в первую очередь мужчин. Поэтому из-за массовой алкоголизации... Вот, то есть сначала война прошлась, а потом алкоголизация еще сверху. Сначала война, вот, да, очень много мужчин погибло, и вообще очень много населения погибло. И вторая волна – это алкоголизация. Вот.
Очень много мужчин погибло, попало в тюрьмы, там, ну, разрушили свою жизнь. Вот. И вот это большая травма. Мы переживаем вот такую большую травму. И в результате этого вот мужчина ослабел. Вот. Мужчина ослабел, стал слабым. Женщина, она как-то стала замещать некоторые мужские функции, там, да, добытчика семьи. Там. Вообще в Сахаве достаточно феминизированные женщины. Эмансипированные, я бы сказала, как вы. Якутский феминизм, он как бы вынужденный, да? Вот, вынужденная феминизация произошла. Вот. А вы с резко антиалкогольной политикой выступаете, так? Да, мы за полный отказ от потребления алкоголя, потому что это деструктивно. Это разрушает человека морально, духовно, физически. И никуда за примером идти не надо. Вот, у каждого человека, у каждой семьи есть такой человек. Или умер, там, или покалечился, или развелся. Там. Вот я заметил одну особенность. Если какая-нибудь организация или политик, или человек начинает вести какие-то антиалкогольные действия, да, вот это, пропаганду или какие-то законы принимать, то против этого человека начинается вот этот вал негативной информации, начинается информационная война. За которым стоит алкогольное лобби. Так? Да, скорее всего. Потому что у нас алкогольное лобби очень сильное. У нас массовая алкоголизация, которая чуть-чуть у нас стала лучше, но в последнее время это мы получим, кажется, третью волну алкоголизации скоро. Если вот проанализировать вот это прошедшие десятилетия, вот темп алкоголизации. Одной из задач вот это, мы против этого боремся, да, чтобы мужчина стал мужчиной, там, чтобы он обрел авторитет, да, он был хорошим семьянином, хорошо зарабатывал, так, и обеспечивал вот нормальную жизнь своей семье. Вот. И тогда вот радикальный феминизм, он исчезнет сам по себе. Ну, вот очень много вот алкоголиков, да, бомжей на улицах. Ну, это уже те люди, с которыми поздно работать уже. Никаких ресурсов материальных, моральных, физических не хватит. Надо работать на опережение. Надо вырастить новое, трезвое, сильное поколение. В первую очередь мужчин, достойных мужчин. Вот я слышала, что вы даже о многоженстве поднимали вопрос. Ну, мы да не поднимали, что мы знаем, что это откровенная глупость. Современная якутская женщина никогда не согласится стать там второй, третьей женой. Да. И вообще вот многоженство – это явление достаточно редкое. Позволить такое количество жен может очень сильный в физическом плане и богатый мужчина. А таких мужчин очень мало. Так, хорошо, давайте вернемся к этническому балансу. Значит, я поняла, что вот он у нас был, и теперь его нарушают мигранты. Получается, выходцы из Средней Азии, которые вроде бы нам по крови-то и даже и ближе, чем русские должны быть. Ну, вообще вот Россия – это страна, где вот разные этносы, которые нашли свою защиту, да, и имеют возможность развивать себя, свой язык, свою культуру, ну, находясь в составе. Единство многообразия. Да, да. И Россия это должна вот этому способствовать. Если вот Россия будет помогать народам, малым и большим народам сохранять свою культуру, свою духовность, то Россия будет очень такой, ну, крепкой, да, духовно крепкой и вообще вот развитой. Она будет развиваться большими темпами. А крайность такая вот, ну, русификация тоже, это, ну, с одной стороны, тоже не выход, препятствует, да, изучению вот родного языка. Вот такие вот законы иногда такие выходят. Вот. Ну, такого не должно быть. Это ослабляет Россию. Часть некая, да, вот якутской интеллигенции, и сейчас уже вот средний класс нарождается, очень такой большой, массивный, да, большой слой, которые вот были озабочены именно вот сохранением этничности. Такие люди всегда были и будут. Вот другое дело, в какой форме это будет происходить. Может быть, в форме вот таких вот более радикальных объединений, организаций,
может быть в виде некоего культурного движения. То есть это может же разные формы приобретать. Ну, вы сказали, что главная задача – это сохранить этнос, да? Вот давайте начнем с того, вот как вообще этнос определяется. То есть вы сказали, что главная задача – сохранить этнос. В то же время начали разговор с того, что цель ваша – это сахаязычное население. То есть вот как определить этнос? По крови, по языку, по мировоззрению? По языку, наверное. Главное это по языку, по культуре, по обычаям, вот, по образу жизни. Вот. Не только внешне, да? Иногда и русские приходят. Да? И иногда вот люди, которые там, по внешности не скажут, что это азиат, да? Саха. Вот. Мы такого разделения не делаем по внешности. Если разделяют наши взгляды, вот, да, или интересуются, или хотят с нами работать, мы их принимаем. Так, хорошо, внешность не главное, а язык? Да, я когда к интервью готовилась, мне говорили, они с тобой даже разговаривать не будут. К сожалению, у нас такой стереотип сложился, что если ты не знаешь якутский, то мы не будем их там принимать, там, будем их отталкивать. Совершенно не так. Потому что есть проблема, да, вот есть русскоязычные якуты, да, есть сахаязычные. Но мы не разделяем, да, вот, допустим, вот русскоязычный якут, городской, если он интересуется, то мы его принимаем. Иногда вот к нам приходят, да, с большой опаской, да, можно сказать, приходят русскоязычные якуты, мы их принимаем с радостью. И вообще вот у нас такое отношение, если человек вот русскоязычный якут, допустим, если хочет вот изучить родной язык, да, приобщиться к своей культуре, то его не надо отталкивать. Это должно приветствоваться. У нас, к сожалению, бывает, что, допустим, человек хочет, например, да, изучить язык и с большим акцентом начинает изучать. И над ним начинает смеяться. Да, это я прямо на себе знаю. Вот, видите, да? Наш очень отрицательно к этому относится. А? Вот, если человек хочет приблизиться, изучать язык, то не надо над ним вообще вот смеяться, надо наоборот помогать. А то бывают такие, можно сказать, такие, радикальные, граммонации, да, как говорят в интернетовском. Постоянно поправляет, постоянно там что-то начинает там подшучивать. Но это, конечно, людей отталкивает. Мы против этого. Вот патриотизм и национализм. В чем, на ваш взгляд, разница между этими понятиями? И что значит для вас патриотизм и что значит национализм? Вообще вот термин национализм, он как-то по-разному воспринимается в разных странах. На Западе национализм – это как бы синоним патриотизма, да? А у нас в России национализм это имеет такой негативный оттенок. Да. Патриотизм – это любовь к своему народу, неравнодушие его судьбе. И человек старается что-то сделать, чтобы народ был лучше, да? Как-то бороться с недостатками, бороться за его права. Так, за сплоченность. А национализм это уже, шовинизм, да, когда начинают утверждать свое превосходство, да, вот. Мы вот такой народ, мы выше всех, да, вот остальные должны как бы там подчиняться, да. Это понятно, да, это можно сказать. То есть вы не националисты, вы патриоты? Да, мы никогда не принижали, да, людей по национальному признаку. По религиозному признаку тоже. Никогда такого не было. То есть вы патриоты не только Якутии, но и России? Естественно. Мы ни в коей мере не противопоставляем России, потому что это единый менталитет российский, он есть. То есть между русскими и якутами конфликта нет, есть межэтнический баланс? Вот для примера нашу республику возьмем, да? Вот этнический баланс, когда вот примерно половина русские, примерно половина якуты, саха, да? И остальные, да? Вот это. И благодаря хорошим отношениям, которые сложились вот с русскими и якутами, это пример хорошего этнического баланса. Как этносу нам повезло. У нас есть своя литература. Мы сохранили язык. Есть свои деятели культуры. Есть
свои ученые, да, кинематографисты, вот, да, вот, якутское кино развивается, да, вот. Нам в этом плане очень повезло, да, мы уже вот за неполные 100 лет очень сильно, ну, как-то прошли вот такое революционное развитие произошло. Вот. Ну, я вот часто приезжают корреспонденты разных сайтов, вот, ну, и все время допытывается. Как с русскими живется? Да, вам, как русскими живется, вот, да. Ага. Вот. И что вы им Мне- говорите? Ну, говорю, как есть. У нас прекрасные отношения с русскими. У нас вот сложились очень хорошие отношения с русскими, да. Вот. Я вот таких больших проблем не вижу, да. Тем более я проводил опросы специально для этого исследования. Разработал вот шкалу этнической комплементарности. Ну, комплементарность, знаете, наверное. Это да? термин Гумилева. Да, да. Ну, 4 степени комплементарности — это свои, с которыми можно вот иметь близкие дружеские отношения и даже заводить семьи. Да? А второй уровень — это другие. Ну, могут жить, конечно, рядом, но не вступая в такие близкие отношения. Чужие — это третий. Это представители этнос, которые доставляют какой-то дискомфорт. Да? Ну, желательно, чтобы не было. Да? И враги. Да? Враги — это уже состояние этнической войны. Как, например, между азербайджанцами и армянами. Да? Ну, если бы я провел с ними, то, наверное, они друг друга как врагов, наверное, воспринимают. А русские и якуты друг друга воспринимают как своих. Да. А якуты в большей степени русских воспринимают как своих. Когда я говорю, вот, что у нас такие хорошие отношения, ну, некоторые не верят. Там, ну, какие-то вот предрассудки вообще вот среди московских журналистов там, и вот центральных изданий какие-то вот неправильные представления у нас. Не, ну как же, они Искажение. едут брать интервью у националистов, а вы им говорите, что русские свои. Вы же обманываете их ожидания на корню. Ну да, вот это такие сайты, которые сейчас объявлены Иностранными агентами? Агентами, ну, это понятно, да, они с какими целями сюда едут, и ну, их задача такая, да, вот. Найти конфликт? Конфликт, и это раздуть, показать, что мы тут напряженная ситуация, друг друга мы враждуем и так далее. В WhatsApp распространяется информация о самосуде и разборках якутов с приезжими. Координационного совета по предпринимательству в Якутске Виталий Обедин рассказал нам, что власти Якутии не впервые издают указы об ограничении Но трудоустройства. Республиканский следственный комитет никаких новостей о расправах над мигрантами не сообщал. Обидно, потому что получается, что на них переносят вину за преступление одного человека. Тех, которые мы называем гастарбайтерами, это же наши люди. Да, есть какие-то напряжения вот, отношений, которые можно регулировать ну, с разумной политикой, вот, а не диким рынком. Вот, вообще вот, рыночная конкуренция — это основа конфликтов, в том числе и национальностей. То есть, получается, основная проблема лежит именно в экономической плоскости. Да, скорее всего, в первую очередь экономическая. Просто вот ресурсов не хватает, да. Некоторым удается больше охватить, некоторым мало остается, некоторым вообще ничего не остается. И вот это порождает такие конфликты. Но вот мы сейчас живем в мире, который стремительно глобализуется, урбанизируется, с этим уже ничего не поделать, это процесс не остановить. А как вот в таких условиях сохранить свой этнос? Может быть, не надо сохранять, может быть, мы все должны быть, как американцы в одном плавильном котле перемешались, да, они все по национальности американцы. Американцы в последнее И, время... может быть, мы тоже должны все перемешаться. Плавильный котел — это больше миль, да? Вот я вот знаю несколько вот американских ученых, которые утверждают, что вот плавильного котла нет в Америке никакого. Да. Более того, сейчас идет тенденция к тому, чтобы, например, считать себя представителем определенной национальности, да? Испанцами, там, кубинцами, там, пуэрториканцами, да, вот это. А не такими американцами, да. Вот такая вот тенденция, как бы отмежеваться от... Ну, человек уже... Есть определенные группы, которые себя американцами не считают. Ну вот, я к тому, что как сохранять это? Как сохранять? Человек вообще, да, вот, не может быть по отдельности, да,
может быть самодостаточным, счастливым только в рамках своего этноса. Каждый человек хочет гордиться своей национальностью, своими представителями своего народа. Я тоже был молодым, хотел там поехать в какую-то развитую страну, там жить, да. Но оказывается, не так просто. Вот, даже вот уехавшие люди, они тоже не отказываются же от своего этноса, от своей культуры. Вот. Универсализация, глобализация – это все-таки разрушительный процесс. Человек разрушает. А чтобы человек был целостным, правильно жил, хорошо себя чувствовал, был счастливым, он должен себя держать вот культуру предков, веру предков. Вот. Знать, что он отличается от других чем-то. Вот. Ну, я так считаю. Тогда, может быть, вы сможете сформулировать миссию народа Саха? Миссия народа Саха, может быть, конечно, это будет громко сказано, но вполне вероятно, да, если мы будем сплоченными, будем там преодолеем все разногласия внутренние, там, да, не будем разделяться на русскоязычных, якутоязычных, там, смуглых, светлых, там, будем развивать свою культуру, свою духовность, то мы можем предложить всему миру какую-то идею спасения, да. Сейчас вообще вот человечество переживает очень большой кризис. Идут войны, да, конфликты межэтнические, межрелигиозные. Разрушается природа, там, сверхпотребление, там, и глобальное потепление началось из-за деятельности человека. Да. Ну, народ Саха может предложить какую-то идею, да, что, например, вот, бережно относиться к природе. Да. Мы же по-особенному относимся к природе, да? Мы как бы дети природы. Не покорители природы, а дети природы. Не цари, а дети. Да. Ага. Вполне возможно, мы можем сформулировать такую идею, да? Считается, что все мировые религии, они переживают тоже кризис. Да? Они не могут дать полноценного ответа, как дальше быть. И в условиях такого кризиса возможно вот, возвышение каких-то вот религий малых народов, более экологичных, более человечных, да, более гармоничных, можно сказать, да, в отношении человека-природа и с другими людьми. Вообще араи – это язычество? Араи – это не язычество, это полноценная религия. Там систематизированная, да, достаточно хорошо описанная. Ну, у нас потомственный белый шаман Кандаков, он написал 30 книг, есть алгысы и есть все правила, как правильно прожить свою жизнь. Говоря об араи, вы говорите о Владимире Кандакове. Я при жизни брала у Владимира Алексеевича интервью. Я читала. Да, спасибо, что помните. И вот там он говорит о том, что шаман – это, по сути, духовный учитель. Считается, что белого шамана у нас сейчас нету, да? Есть алгасчиты, которые вот проводят эти обряды. Надо учиться очень долго. Вот это целое искусство. Это надо постоянно этим заниматься и постигать вот разные уровни, да? Исэх тоже ведь часть, получается, этого. Исэх — это религиозные праздники, и должны быть соблюдены все каноны проведения этого праздника. Они спускаются на землю. В июне считается, да? И в это время вот народ Саха проводил такие вот обрядовые праздники, да? И получали благословение, алгыс. Вот древние якуты об этом знали. И у них есть поэтому технология, которая называется алгыс. Выражают мысли о том, что чтобы эта земля процветала, чтобы народ процветал, было хорошее здоровье. Очень многие действия надо делать во время зари или абсолютное время. Тогда идет материализация быстрая. Какие слова будут сказаны, то и наступит со временем. Как процветать будет наша страна? Как будет процветать наш Якутск? Как будет процветать Россия наша? Как будет процветать весь этот мир, который мы называем планетой Земля? Вот об этом должно быть. Когда несколько человек думает об одном и том же на одну тему, и тогда образуется то, что мы обозначаем термином «мыслеформа» на эту тему.
Если на эту тему мысли формы образуется много и часто, образуется эгрегор. Конечно, самые мощные эгрегоры, сильные эгрегоры – это мировые религии – христианство, буддизм, ислам. Кроме мировых религий, есть, допустим, эгрегоры этноса, например, типа мы русские, мы якуты, мы эвены, эвенки, евреи, допустим. И у каждого народа была дана соответствующая технология создания эгрегора. У нас, у якутского народа, это тоюк, осохай и исахи. К сожалению, там некоторые не понимают, да. Усых это не так, как ярмарка должна пройти, да, вот как веселье, да, какое-то там дискотеки, там, за дискотеками, там, этими какими-то пьянками, там, гулянками. Совсем не так. Должно быть вот, все это соблюдено. Тенгрянство было очень большой религией, охватывало очень много народов, но в последние столетия она как-то вот потеряла свои позиции. И вот тенгрянство, мы как-то жили вот изолированно, так, было минимум влияния внешнего, и считается, что мы сохранили вот все вот эти черты ценности тенгрианства. И будете еще храм строить, да? Да, вот начнем строить наш храм, открытый для всех людей, да, те, кто хочет приобщиться, кто хочет познакомиться там нашей культурой, верой, да, могут в будущем приходить, вот, получить алгыс там. Но вот мы опять возвращаемся к началу разговора. Чтобы что-то менять в обществе, нужно работать с причинами. Да? Лучше всего начинать с подрастающего поколения. Вот. Ну и опять же это нужно делать с помощью там, средств массовой информации, там, соцсетей. Как-то, как вы до них достучаться хотите? Или в школах проводить какие-то уроки? Вы у меня берете вот интервью, вот это тоже шаг хороший. Да. Вот, большая благодарность вам за это, что дали такую возможность высказаться. Да? Вот. Да, конечно, вот предстоит очень большая работа. Да? Когда вот общественность и государственные структуры имеют одну цель и вместе начинают работать, то продуктивность намного выше. И вообще ситуация она быстрее улучшается. И, конечно, вот есть недостатки. Наше движение только начинает работать. Мы начали вот таких с повседневных проблем, да, с каких-то вот таких тем, которые на поверхности, которые болят, которые вот вы точечно решаете. Да, вот и которые требуют немедленного реагирования как-то, да. Ну, в следующих планах вот как-то работать с причинами. С причинами, да. Мы с некоторыми уже работаем. Мы проводим антиалкогольную пропаганду, пропаганду здорового образа жизни. Вот. Ну, в первую очередь молодежь, да. Вот. Ну, мы за полную трезвость, потому что вот некоторые говорят же, вот надо меру употреблять, но все плохое, все зло начинается с малого. И человек вполне может хорошо, благополучно прожить без потребления вот этих психоактивных веществ. Есть такие планы, что мы можем, пока мы идем как бы методом тыка, да, вот, пробуем здесь, потом здесь реагируем. Ну, да, То есть я так понимаю, что вот ваша эта идеология, она только еще формируется. Да, формируется, кристаллизируется, и в скором времени мы можем представить вот эту стройную, систематизированную систему взглядов. Ну и я напоминаю, что в гостях у нас сегодня был кандидат социологических наук и член общества Устюмсю Юрий Жигусов. Спасибо вам за беседу. Вам большое спасибо. Спасибо вам лично, каналу Якутия-24, за такую возможность открыто высказаться, познакомить вас с работой нашего движения. Что ж, не так страшны Устюмсю, как их малюют. Это была Ирина Ефимова, программа «Якутия Лайв». Смотрите нас по будням в 19:15. Расскажем, чем живет республика.